Таджикистане жестко осадили Рахмона. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему эта война никому не нужна. Она на самом деле президентов. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних и важных событий. В минувшие выходные группа старейшин из села Ходжа-Айло и Саманийон из Фары встретились со своими соседями-кыргызами. Встреча прошла по приглашению жителей и полиции Кыргызстана. Житель села Ходжа-Айло и один из участников встречи, Асрор Шакиров, рассказал, что разговор состоялся на 275-метровом участке земли на перекрестке села Саманийон, где 27 и 28 января произошли кровавые столкновения. По его словам, встреча была организована по инициативе жителей кыргызских сел, в которой с обеих сторон приняли участие десятки мирных жителей и сотрудников милиции. Соседи кыргызы предложили пригласить пожилых людей из сел Ходжа-Айло и Саманийон. Сказали, что устали от бегства, войн, конфликтов, изгнания. Призвали по душам поговорить с нашими старейшинами. Мы согласились, потому что эта война никому не нужна, и будет хорошо, если мы поймем друг друга, сказал этот представитель. На нескольких видеороликах, которые выставили жители в интернет, видно, как жители села Ходжа-Айло, одетые в национальные халаты и в тюбетейки, обмениваются рукопожатиями и интересуются жизнью соседей. Один из старейшин встречи поднял руки в молитве: «Пусть Бог воздержит всех нас от напрасных войн и конфликтов». Кыргызские старейшины поинтересовались положением детей и жизнью соседей. А Кыргызское информационное агентство пишет, что на встрече участвовали старейшины сел Кокташ, Аксай, Таш-Тумшук, Баткенского района и населенных пунктов Саманийон и Майский Джамоата Чоркух Сагдийской области Таджикистана, а также начальник ОВД Баткенского района, полковник милиции Алмазбек Шекамурзаев, начальник ОВД из Фара-2, полковник Анвар Рахманзода, начальник ОВД Варух и полковник милиции Субхон Мирализода. Встреча прошла в целях укрепления дружественных отношений между населением, обеспечивания безопасности и сохранения стабильной обстановки на приграничных территориях. Старейшины высказали мнение о том, что на данных территориях проживали их предки, что потребляли воду из одного источника, жили в единстве и согласии. Этого должно придерживаться и нынешнее поколение. А вы согласны с таким мнением? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Асрор Шакиров говорит, что на встрече присутствовала небольшая группа жителей приграничных районов, поэтому на следующую встречу он предложил пригласить уже большую группу старейшин и молодежи из кыргызских сел Актаир, Аксай, Самаркандак, Кыргызстана и сел Чаркух, Саманийон, Ходжи-Айло и Варух из Фары. Если целью встречи является установление дружеских отношений, тогда как можно больше людей должны быть, сказал житель села Ходжи-Айло. И раньше много говорили о примирении, проделали большую работу, организовали даже футбольный матч между жителями сел Ходжи-Айло и Самаркандак, но безрезультатно. Сейчас соседи сказали, что они тоже устали. Земельный вопрос, дорогу и другие вопросы пусть решает руководство. Мы обычные люди. Больше не будем спорить. В конце сентября прошлого года, после избиения кыргызами группы школьников с села Саманийон, была подобная встреча, но в ней тогда участвовали группы женщин. Активистка из Джамоата Чаркух Васидахон Джалолова говорила тогда, что встреча состоялась по инициативе кыргызских женщин, а таджикская сторона предложила создать комитет женщин-активисток. Кыргызские женщины предложили, чтобы мы перестали ненавидеть друг друга, так как в этом селе таджики и кыргызы ходят по одной улице. Говорили, что необходимо воспитывать детей, чтобы впредь между ними не было конфликтов и недоразумений. Мы тоже им сказали, что воспитайте своих детей, чтобы они не ссорились и не дрались, так как это никому не пойдет на пользу, говорила Васидахон Джалолова. Также люди выразили мнение, что вся эта война нужна лишь политикам, и только между ними есть какие-то препятствия. А люди спокон веков жили в мире и достатке, и будут продолжать это делать. А как вы относитесь к такой ситуации? Поддерживаете ли вы ее? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!